Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась приготовить на обед капусту с рыбой. Рыба минтай. Так, значит, я режу сначала лук. Сначала будем обжаривать лук и морковь. У меня капуста полкочана вот. Это, наверное, хватит. И здесь уже я почистила все минтай рыбу. Две рыбы не очень большие. Вот, уже готовые. Ну, начнем. Я сначала буду резать лук на мелкие кусочки. Всем привет, друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем! Да, у нас сегодня рыба. Рыба минтай, как говорится, и с капустой. Это тоже одно из таких вкусных блюд, простых блюд. Вот как с картошкой минтай жарко, есть видео у нас, также и с капустой. Это очень вкусно. Капуста получается сочненькой, нежненькой, ну и с ароматом таким. И главное, вкус капусты, казалось бы, с рыбой несочетаемый, но это очень даже вкусно. Еще вкусненько. Минтай у нас сегодня маленький, правда.
2 минтая и всего такая небольшая тарелка и получилась. Маша режет лук. Плита у нас, друзья, пока не включена, потому что она шумит, но надо все равно включить. Включить, и она будет немножко шуметь. У Маши глаза на мокром месте. Все, поехали. Добавляю масло сюда. Как же без масла? Без масла никуда, ни туды и ни сюды. Пока нагревается, я режу лук. Ничего, поплачь, легче станет. Коротко о погоде, друзья. Погода у нас что-то не очень. Вроде бы и тепло, но метелит. Метелит так даже неприятно. И каждое утро Маше приходится чистить снег. Другую работу и тоже никто не отменял. И дрова Маше заносить надо, и воду заносить надо, и собаку кормить, и все такое. И печку растапливать. Сейчас опять мне скажут: ты там болтаешь? Ты там болтаешь? А где у тебя муж, когда ты работаешь, Маша? Рядышком с этим. Где же я? С камерой имеешь в виду? Да, с камерой. Я всегда с собой беру видеокамеру. Да. И так меня ругает Маша. Одна даже написала, говорит, это самое, ну там, на Г начинается букву. Вот. Г собачка на тебе, Серега вместо шанги. Ой. Это не смешно. Да. А я смеюсь, чё. Ну, люди не знают наши проблемы, наши семейные, бытовые проблемы, ну, и что тебя защищают. Болтун сидит за камерой. Ну, что уж поделать, судьба такая. Так, лук у нас пошел на сковороду. Сковорода такая с высокими краями, глубокая, потому что капуста, она, когда еще сырая, она в объеме очень большая, но потом уже уменьшается. Да. Сюда же сейчас я пропущу через терку морковь. Обычная северная еда, друзья, ну, даже не северная, это тоже в центральных регионах и других регионах очень популярная. Но мы, как говорится, северные трескоеды, любим рыбу минтай, любим треску. Минтай не тресковая рыба, но мы любим тоже и треску, и пикшу, тоже таким способом. Просто минтай более такой доступный, хотя и дорогущий тоже уже, но все же меньше, чем треска, да, и пикша. Они вообще дорогие. Так, морковь пропустили через терку. Пусть немножко лук обжарится. А теперь у нас сюда идет морковь. Это как-то лук да морковь правильно как-то называется русским словом. Я просто ничего не понимаю в этом. Пастеризуется или как? А теперь буду капусту резать. Да, пока у нас это все морковь с луком дружатся. Я не знаю там на каком градусе ты жаришь. Ну, 300. некоторые спрашивают, говорят, тоже там был комментарий, говорит, на каком жарике там блины и все такое. Блины жарим на 400, отлично получаются блины. Вот на такой плитке. Какой красивый цвет получается. Цвет очень красивый. Так, сюда добавляем сейчас капусту, что я нашинковала здесь. Ну, еще вон осталось, друзья, покажу. Это тоже будет еще Маша резать. Доска наполнилась, так она выгрузила уже. Так, в принципе,
Этот обед очень быстрый тоже. Дальше режем это. Ну там у нас сковородка почти наполнилась. Вот этот качан немножко остался чуть-чуть. Чуть-чуть там осталось. Вот полкачана. Ну, потом уже хватит. Солю на глаз. На вкус. На вкус, на глаз. Каждая хозяйка знает предпочтения своих домочадцев. И, как говорится, солим, перчим, что по вкусу. И еще немного перец. Немножко обжариваем. Так. Время настало, друзья, добавить секретный ингредиент в нашу капусту. Капуста тушится у нас. И Добавляем смотрите, 5 ложек молока. молоко. Знаете, мы капусту сегодня никаких томатов, никаких томатных соусов не будем, ни помидоров. Они кислят. Ну Тебе кто? такая кислая, это не очень-то нравится? Да. Не то, что нравится, даже нельзя сейчас уже мне вот это еще кислостью покушать. Но я тоже люблю. У меня мама всегда раньше готовила только чисто на вот сливочном масле и всегда капуста была очень вкусная. Ну как, кто как привык. Например, Маша любит, чтобы в томатном соусе томаты были, все такое. И многие так любят, предпочитают. Но вот и рыба даже тоже так от томатного соуса бы не отказалась. Но вот мы сейчас так делаем. Сейчас немножко пускай протушится еще немножко. Тем временем мы будем, ну, так сказать, солить, перчить и обрабатывать приправами рыбу, да, нашу рыбу. Так, рыбу засаливаем. Тоже все по-простому, друзья. Все по-простому, по-деревенски. Как говорится, одна посуда, соль. Приправа самая дешевая. Для рыбы так и называется. Рублей, наверное, я не знаю сколько, 10 рублей может максимум стоит вот эта пачка. Раньше вообще 6 рублей стоила. Самая, как сказать, дешевая приправа, но то, что надо. Ничего лишнего и вкусно все. Все просто перемешаем и все. Рыба готова у нас. Ну, пока капуста это самое доходит немножко, наша рыба вот в таком маринаде уже там будет тоже пропитается вот эта приправа вся. Все на медленном огне у нас это тушится. Так, а теперь сюда я буду класть рыбу. Вот, немного закопаю поглубже. Чтобы протушилась хорошенько. Так.
Вид красивый. А теперь сюда я добавляю, ну вот, стакан кипятка. Вот, и крышкой закрываем. А теперь готовим. Пусть готовится. До готовности рыбы Да. тушим, так сказать. Эта еда, друзья, подходит для язвенников, трезвенников и всех таких, которые нельзя жареное есть, нельзя острое есть. Ну, перчили мы совсем немного. В конце еще будет у нас традиционное, что мы добавляем во все блюда. Покажем еще. У нас, друзья, прошло полчаса. Рыба и капуста приготовились. Они все, и капуста мягенькая такая, и рыба все приготовилась. И далее, как уже говорил, что у нас любое блюдо кладем кусочки масла. Сливочное масло, дорогое масло, настоящее масло, а не спред какой-нибудь, настоящее масло. Сливочное. Кладем, затем плитку выключаем, и пускай это все масло растает, растопится, и потом уже во время того, как будем кушать, это все перемешаем вместе с маслом. Это очень вкусно, друзья, получится. Масло везде у нас. Вы, наверное, заметили, везде у нас в любом блюде много сливочного масла используют. Вкус сливочного масла Да. дает сливочный вкус. Очень вкусно получается с маслом. Все блюда с маслом это очень вкусно. вкусно, да. Мгм. Так, плиту, значит, я выключаю. Ну, она у нас будет шуметь еще до тех пор, пока она сама не остынет. Такая особенная плита. Ну, а потом уже будем Пробовать. пробовать. Ну, не пробовать, а полноценно обедать. Такой у нас обед сегодня такой: капуста и Рыба. минтай. Рыба минтай. Ну что, рыба приготовилась, капуста тоже. Ну, жаль, конечно, что мелковатый у нас минтай попался, но ничего. Капуста, видите, какая мягенькая-то. О, горячая рыбка и горячая капуста. Знаете, как ароматно, друзья. Это вообще супер. Ну, лучше, конечно, кто любит там вот именно рыбу и любит капусту, лучше можно, конечно, любую рыбу сюда использовать. Сюда очень прекрасно подойдет окунь, морской окунь, очень прекрасно подойдет и треска, и пикша, вот, любая рыба. Вот у нас минтай. Прекрасный минтай, прекрасная капуста от очаровательной Маши. Будем пробовать. Будем обедать. Ну что, пробуем. Конечно, Что я, сделали? конечно, Маша, я поснимаю пробу, а потом уже за кадром буду тоже пробовать и скажу. Ну как, Машенька? Капуста такая сочная, мягкая. И рыбный вкус так это чувствуется. И очень... Приятно, да? Да. Ну, конечно. Картошку также, когда жарим, она пропитается вот этим ароматом рыбы. Именно как раз вот этот аромат придает такому блюду особенность. Именно она когда-то все тушится, пропитывается так в меру. Так. Пробуем рыбу. Ну, думаю, она тоже сейчас полчаса, друзья. Очень
очень-очень вкусное блюдо получается. Не забудьте добавить капусту молоко. Это тоже. Главное, вот солью угадала. Это самое главное. Ну, приправы не слишком много в рыбе. Да. Нет, Всё? нет, все в норму. Потому что мы не очень-то любим много приправ тоже. Когда некоторые там прям обильно все приправам прям в избытке перебор делают, потом не чувствуется настоящий вкус. Вкуса нет. Да, мяса или там рыбы или другого что-то, что там готовят. А вот именно, чтобы чуточку просто усилить этот аромат и что идет там к рыбе, к этим приправам. Ну, я не знаю, вот что даже в этой пачке для приправ написано, потому что шрифт там очень маленький, но просто так и называется. Приправа для рыбы. Самая дешевая. Вот. Ну, главное, очень сочно, все вкусно. Масло дало свой вкус. Такой нежный вкус сливочного масла. Конечно. Я тоже, друзья, сейчас попробую. И кусочек рыбы попробую. И капусточку тоже. Ой. Капуста уже сразу во рту она растаяла прям. Как будто и не было ее. И сейчас рыбку. Прям Все тает во рту. вкусно-вкусно. Опять чавкает мужик. Потому что, друзья, это очень вкусно. Капуста Ой. вообще идеальная. Вот мы начали немножко вот молока наливаем в капусту. Это вообще такой вкус Молочно-сливочный вкус, молочно-сливочный да? вкус. Очень нам понравилось. Вот. И начали также вот и готовить даже это. Мы сначала готовили для начинки. У Ну, нас там был для пирогов, для пирогов, пирожков. Вот. А сейчас и просто так тоже готовим. Но если, конечно, готовить в томатном соусе, томатном там и все такое, с томатами, или там просто в соусе какой-нибудь краснодарский соус есть, очень соус принта есть такой, по-краснодарски очень такой приятный соус тоже. Конечно, туда молоко и не надо. Молоко там просто потеряется и не Но мы нужно. Это. соус-то не А вот не ложим соус, а вот делаем так именно, что нам нравится, как нам нравится. ну и, соответственно, как подсказывает наше здоровье. То есть, вот, например, в томатном соусе уже очень много что мы не можем кушать. Например, лично я. Ну и Маша тоже иногда тоже, поджелудка тоже не очень нравится Маше. Например, жирное что-нибудь поесть, поджелудка не нравится Машиной поджелудка, да. Ну, это как? Маша... Вкусно, Мне- вообще вкусно. У меня, наверное, скоро все остынет, друзья, и я буду заканчивать этот ролик. Вот просто приготовьте так капусту, приготовьте так минтай, просто не заморачивайтесь там на много что-нибудь там. Иногда там делаем, например, рыбу, перец и все такое, открываешь холодильник, перца нету, бежать надо куда-то, перец покупать, еще что-то или еще какие-то там овощи. Просто зашли, капусту нашли, рыбу посолили, самую дешевую какую-то приправу. Если нет приправы, просто соль, перец, сами приправы быстренько организуйте там. И все. На капусту сверху, коротко, быстро, вкусно. Ешьте на горячее, вам понравится, будете просить добавки. И угощайте своих родных. Маша, пальчик вверх. Да, вкусно. Так, а слово-то, знак качества наше. Ческать. Очень вкусно, очень сочно, очень все мягко, все очень вкусно получилось. Так что я довольная. Я тоже, я попробовал, я говорю, что очень вкусно. Все, друзья, заканчиваю я свою болтовню. Всем говорю до свидания, до новых рассветов. И пускай всегда они будут добрыми и вкусными. Друзья, дорогие наши хозяюшки, небольшое такое еще как бы постскриптум к этому ролику. Наступает скоро день, весенний день праздника наших
замечательных девушек, женщин, бабушек, мам, девочек. Вот. И на всякий случай, заранее я хочу, если получится, конечно, выйду с поздравлением 8 марта. Ну, наперед тоже с этим наступающим праздником всех поздравляю. С этим весенним, первым весенним праздником поздравляю и желаю вам всего самого хорошего, доброго, светлого, лучшего, любви вам большой от нас, мужчин, и уважения. И говорю за всю половину нашу мужскую вам, красивой половине, большое-большое спасибо за все и за просто, что вы есть. Большое-большое спасибо. Вот так. Это я заранее поздравил, но надеюсь, я смогу выйти еще на 8 марта и поздравить вас. Все, заканчиваем этот ролик. Спасибо. За поздравление. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А я... может, смотрите, тарелка пустая. Угу. А я быстренько догонять. И еще попрошу добавки. Давай.